Добрый день! Мы рады приветствовать вас в студии Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Сегодня наш герой дня – студент 4-го курса Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий, победитель трудового семестра 2023 года среди студенческих отрядов «Газпрома» Кимран Аскаров. Привет, Кимран. Добрый Расскажи, как началась твоя деятельность в студенческих отрядах Акмуллинского университета? И чем ты до этого увлекался, интересовался? Деятельность в студотрядах у меня началась еще с первого курса, с момента поступления практически, когда в сентябре для нас были организованы адаптационные лагеря, множество различных мероприятий, где нас знакомили с студенческими объединениями в целом. Я отметил для себя студенческие отряды, и как-то так вышло, что на каком-то определенном мероприятии студенческих отрядов я вступил в педагогический отряд. Из педагогического отряда я перешел впоследствии в сервисном и остался уже в нем. До поступления в университет я увлекался музыкой, я учился на пианиста в детской музыкальной школе, занимался вокалом. Ну, в общем-то, много чем занимался. Были интересы в радиофизике и очень много всего обширного было. Поэтому был выбран именно вектор развития как точной науки, конкретно. И дальше уже как-то проще стало определяться по жизни, когда мне родители подсказали, что вот можно поступить в педагогический университет, там есть и творческое развитие, там можно развиваться и творчески, и как бы по своей основной специальности. То есть, очень интересно было развиваться именно в сфере программирования, в сфере инженерии. Вот. Расскажите о трудовом проекте «Крымский бриз». Трудовой проект «Крымский бриз» существует как трудовой проект российских студенческих отрядов по партнерскому соглашению с публичным акционерным обществом «Газпром». Туда приехали ребята со всей России. Это сразу 7 регионов нашей необъятной Великой России. И даже один из регионов – это новая территория, Запорожская область. Вот. Там были ребята из Республики Башкортостан в том числе, и, соответственно, я руководил всем трудовым проектом. На трудовом проекте у нас ребята работали в области гостиничного ресторанного сервиса, как сейчас модно и правильно говорить, хорика. На самом деле наши ребята работали официантами, поварами, спасателями, матросами и в области клининга. Сам отель – это пятизвездочный отель на Черноморском побережье в городе Ялта, Республика Крым. На проекте у нас работало около 80 студентов, и это все у нас длилось с мая до конца сентября. Хочется отметить, что у нас также были студенты Акмуллинского университета, это студенческий сервисный отряд «Южный ветер». Часть ребят поехали на трудовой проект «Крымский бриз». Ребята все показывали сценические номера, ставили в свободное от трудовой деятельности время. Это у нас называется комиссарская деятельность. Есть производственная деятельность, когда ты работаешь. То есть у человека, у бойца студенческого отряда, график 2 через 2, по 12 часов он работает, соответственно. И вот 2 выходных у него есть на то, чтобы отдыхать, что-то там делать, в том числе созидать. Комиссарская деятельность у нас тоже на проекте присутствовала. И это вот пилотный первый год, когда мы запустились именно с комиссарской деятельностью. За все время проведения трудового проекта у нас было 6 отрядов, из которых мы выбрали один лучший, соответственно. И для меня это было большой сложностью, но при этом честью руководить, во-первых, трудовой производственной деятельностью, во-вторых, конкурсной комиссарской деятельностью. Потому что такой опыт у меня впервые. До этого со мной еще такого не было. Как ты считаешь, что привело тебя к победе и какой был путь? Это был очень тернистый, на самом деле, интересный путь. Должность куратора, должность руководителя, командира трудового проекта просто так не дается. В апреле 2022 года я прошел обучение. В 2022 году меня не распределили, к сожалению, по конкурсному отбору. И в 2023 году я еще раз подал заявку, потому что не хотел сдаваться. В итоге меня распределили на новый интересный трудовой проект в сервисном направлении. То есть сервисное направление – это гостиничный ресторанный сервис. Это был первый проект совместно с публичным акционерным обществом «Газпром».
То есть такие проекты есть в строительном и педагогическом направлениях, но в сервисном это первый. Мне предложили как вариант вот там вот поработать, показать функционал студенческих отрядов и продемонстрировать то, что студенческие отряды несут первоклассный сервис, философию первоклассного гостеприимства и то, что готовы работать в любых самых интересных условиях и при этом созидать, заниматься творческой, ну, то есть комиссарской по-нашему деятельностью. Но была ли мысль, что ты станешь победителем? Нет, вообще не было мысли на самом деле, учитывая то, насколько тяжело было в какой-то определенный момент подходить к этому всему, насколько я был не уверен в себе в какой-то определенный момент. Я даже не мог представить себе, что такое произойдет. Но, как оказалось, все очень хорошо, и я очень много себе накрутил. Вот, поэтому так. А в чем заключается твоя работа в штабе студенческого отряда БГПУ? В штабе студотрядов у меня мой функционал — это руководитель штаба. Я командиром штаба являюсь, уже, получается, почти год прошел, как я командир штаба. Моя обязанность — это представлять ребятам вообще, рассказывать им про студенческие отряды в целом, про трудовой процесс, про то, как это происходит, решать какие-то проблемы, которые возникают на пути. Ну, на пути каждого человека, особенно когда это человек творческий, плюс человек трудящийся, возникают проблемы. И мне вот нужно их как-то оперативно решать. Также одной вот такой ключевой задачей является развитие ребят творческим образом. То есть я помогаю комиссару нашего штаба, мы вместе создаем какие-то мероприятия, мы вместе ребят сподвигаем к тому, чтобы они участвовали в этих мероприятиях. И непосредственно договариваемся с нашими руководящими органами в лице Департамента по воспитательной работе и молодежной политики и также с региональным штабом Башкортостанского рекотделения студенческих отрядов. Как ты решила пойти учиться в педагогический университет? Кто или что повлияло на твой выбор? Мне кажется, там уже все предопределено. Мой прадед — это учитель математики, при этом заведующий по учебной частью, еще в школе деревни Ингискаин был, Гафрийского района. Мой дед был учителем физической культуры, учителем искусств изобразительных. И бабушка моя всегда была учителем русского языка и литературы, также татарского языка. И все вот как-то было так предопределено, что я стану человеком творческим, наверное, гимнастическим образом, но при этом еще и, скорее всего, работящим и желающим кому-то в чем-то помогать, потому что вот так вышло, что у меня генетически все, генеалогическое древо с маминой линии — это учителя. Ну и мама тоже сподвигла меня к этому, когда я сказал, что я хочу развиваться в точных науках, но при этом еще как-то немножко изюминки добавить в творческом развитии. Вот. Она сказала: так в педагогический поступай. Я говорю: классно, педагогический. После окончания университета планируешь ли работать педагогом? Я думаю, я сразу же не пойду работать педагогом. Я хочу пойти еще в магистратуру обучиться, пойти заниматься практической деятельностью, не преподавательского характера. Я хочу получить опыт как программист, как инженер, достичь определенных высот в этом направлении. И потом уже, когда ближе, наверное, к пенсии, пойти преподавать в среднее специальное учебное заведение, либо высшее учебное заведение, если такая возможность мне представится. Но было бы очень интересно, на самом деле. В школу возвращается трудовое воспитание. Как ты считаешь, насколько это важно? На самом деле, мне кажется, это очень важно, потому что, как вспомню себя, как вспомню свой класс, а это было сколько? Это было буквально 4 года назад. Нам не хватало чего-то такого, я сейчас это понимаю. Нам не хватало того, что мы трудимся, то, что мы вместе что-то создаем, то, что мы осознанно относимся к труду, то, что мы осознанно относимся к этой деятельности. Было такое, то, что мы безответственно относились к труду даже банально учителя, к труду уборщика. У меня были одноклассники, которые себя неправильно себя вели, поступали неправильно в каких-то ситуациях. И сейчас, на самом деле, вспоминать это все достаточно тяжело, когда уже вот через такую призму опыта, через призму маломальски даже успел поработать в школе, и
ну, очень неприятно то, что происходило тогда. Сейчас это, мне кажется, будет очень актуальным. Что для тебя быть педагогом? Какими профессиональными и человеческими качествами должен обладать педагог, учитель? Ну, мне кажется, в первую очередь, педагог, как я его воспринимаю, должен обладать таким качеством, как честность, открытость. То есть он должен честно объяснять человеку, такому же человеку, как он, может быть, более молодому, но все равно такому же человеку, какие-то вещи. Также это, наверное, доброта. Это такая... Для меня учитель — это, в принципе, синоним слова доброта практически. То есть я вспоминаю своих учителей только, наверное, с улыбкой и радостью. И понимаю, что этот самоотверженный труд — это все в большинстве своем от их доброты. Вот. Наверное, третье качество, которое я подмечу, это самодисциплина. Потому что, в первую очередь, для того, чтобы учить других, нужно самому научить себя учиться. Вот. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Кого ты считаешь своим наставником? На самом деле, я считаю, что у меня несколько наставников. На пути школы моим первым учителем был учитель начальных классов Светлана Анатольевна Стрижова. Это мой первый педагог, который показал мне, что вообще такой мир, можно сказать, с той вот стороны, со стороны более такой уже взрослой жизни, как можно тогда уже понимать. То есть из садика, когда мы приходим в первый класс, она нам показала, что такое жизнь, что такое учеба, что такое дисциплина. Затем у нас появилась учительница информатики уже в 5 классе, Нафикова Чулпан Магадановна, тоже выпускница Акмолинского университета, тогда пединститута еще. И ну, она очень многое нам дала. Как учитель информатики мы старались ее слушать, мы старались все воспринимать, и ее интересное учебное занятие, ее интересные материалы, которые она подготавливала, практически индивидуально под каждый класс, под каждого ученика что-то свое, и понимал, у кого какие недочеты есть. Не опираясь на какие-то такие вещи, как лень ученика, как что-то еще, умел вовлечь ученика в образовательный процесс. И для меня вот мои учителя, наверное, это и есть те самые наставники. Теперь блиц-вопрос. Твоя последняя прочитанная книга? Ну, это была антиутопия, Орел, Скотный двор. Твоя сильная сторона? Ну, мне кажется, моя сильная сторона — это искренность. То, что я искренне могу объясняться с человеком, искренне могу с ним разговаривать. 3 слова, которые тебя характеризуют. Открытость, самодисциплинированность и осознанность, наверное. Вот. Если бы поймал золотую рыбку, то какие 3 желания загадал бы? Блин, очень крутой вопрос. Наверное, первым моим желанием это будет такая волшебная таблетка, которую ты съел и сразу здоров. То есть какой бы ни был у тебя недуг, съел таблетку и все, и здоров уже. Вторым моим желанием, наверное, было бы что-то такое вот, про мир во всем мире, чтобы люди не ссорились, чтобы во всем мире была только дружба, чтобы не было конфликтов, чтобы люди относились друг к другу с пониманием, уважением и теплотой. И третьим моим пожеланием, мне кажется, был бы такой вот навык, как телепортация, потому что это круто. Захотел там очутился, захотел здесь. Можно даже на поезде не ехать, можно на самолете не летать, достаточно просто захотеть. Считаешь ли ты себя примером для подражания? На самом деле, мне кажется, что нет каких-либо примеров для подражания и нет антипримеров для подражания. Мы в каждом человеке можем разглядеть что-то то, что для нас ценно, что несет для нас какую-то определенную ценность. Допустим, для меня кто-то является примером в области профессионализма, но при этом мне не нравятся принципы этого человека. Либо наоборот, мне очень нравятся принципы этого человека, и он является примером для подражания мне. То, что он ведет здоровый образ жизни, там, занимается постоянно спортом, очень правильно подходит к своему телу, но при этом что-то у него там проседает по профессиональным качествам и так далее. Я считаю себя, наверное, скорее
примерно для подражания, как человек, который на первом курсе вступил во все практически студенческие объединения, попробовал для себя вообще все, что есть в Акмолинском университете, и практически про все может рассказать. Вот. То есть со стороны опыта, наверное, непосредственно в студенческой деятельности. Опиши, каким ты видишь себя через 20 лет. Через 20 лет я вижу себя профессионалом, который может заниматься тем, что мне интересно, и при этом занимается этим с добротой, с улыбкой и с искренностью. То есть я искренне несу это с позитивом. Какие советы ты дал бы первокурсникам Акмолинского университета, чтобы они стали такими же успешными, как ты, и чтобы их жизнь была такой же насыщенной? Будьте честными, открытыми, никогда не сдавайтесь и идите только до конца. На самом деле нет никаких ограничений. Ограничения у нас только в голове. И куда бы вы ни пошли, как бы сильно это что-то страшным не было, как бы сильно страшным это вам не казалось, если приложить должное усердие, если приложить должные старания, то со временем вы придете к успеху. А именно Акмолинский университет предоставляет вам как раз-таки те самые возможности, о которых я и говорю. Это творческая деятельность, то есть у нас везде есть творческая деятельность. Даже базово у многих студентов на учебных занятиях на первом-втором курсе, да даже на третьем-четвертом, вся деятельность связана с творчеством. Добровольчество у нас очень развито и медиа. Мне, когда я поступил на первый курс, хотелось участвовать везде. Я действительно участвовал практически везде. И я советую каждому попробовать себя в студенческих объединениях Акмолинского и старательно относиться к их деятельности и осознанно подходить к выбору. Большое спасибо тебе, Кимран, за беседу. Желаем тебе дальнейших успехов. Спасибо, очень приятно было здесь находиться. Всего вам доброго.